Всем привет! Сегодня у нас в гостях пиар-менеджер компании Майтона Руслан. Здравствуйте. Сегодня мы зададим несколько вопросов нашему интересному гостю. Как современно обучающемуся ученику войти в IT-сферу? Все довольно просто. Сейчас эра богатых возможностей для школьников. У вас есть интернет, компьютер. Даже если нет компьютера, и у вас есть телефон. Все, что вам нужно, там. Вы открываете Google, и вся информация перед вами. Все, что нужно, все там. От человека только требуется усердие и желание. А все остальное приложится. Спасибо. А как вы начали работать в IT-сфере? Я поступил на работу в Майтону в качестве копирайтера. Копирайтер — это тот человек, который пишет все текста для СМИ, для обращения внутри компании. Все это было на мне. То есть последние новости, которые вы читали за 3 года, это были написаны мной. А потом я перешел на должность пиар-менеджера, так как мне больше нравится разговаривать с людьми, как-то, в общем, продвигать компанию именно посредством слова, а не письменной речи. Насколько важно знание языков в вашей сфере? Очень важно знать английский язык как минимум, потому что работа все-таки на международном уровне, это общение с партнерами. Мы ведем партнерские отношения с Apple, Google, Microsoft, рядом других компаний, и все это преимущественно на английском. Ну и полезно знать, например, есть такие отделы, где требуется знать корейский, японский, китайский, французский, немецкий, и вот все языки нужны, по сути, но в зависимости от направления. Есть ли у вас возможность работать удаленно? Да, есть такая возможность. У нас ребята работают с разных уголков России, даже за рубежа. Дело в том, что открыть офис везде физически нереально, а люди хотят работать, и мы просто позволяем им работать из дома. Это комфортно, это удобно, и это полезно для них. Дело в том, что они могут, не отрываясь от своей личной жизни, успевать работать. Что бы вы хотели сказать и пожелать нашим гимназистам? Никогда не бойтесь трудностей, ни перед чем не останавливайтесь. Для человека нет преград. Если он сам захочет, если он будет двигаться только вперед, любая стена перед ним рухнет. И поэтому я хочу пожелать, чтобы никогда не останавливались в обучении и никогда вообще просто не сдавались. Это вот самое главное, что нужно в жизни. Спасибо большое. Спасибо нашему гостю за интересную лекцию, проведенную нашим гимназистам.